Добрый день, дорогие слушатели. После моего выступления про памятник Салавата Юлаю около памятника вышла статья в Акт Чекиных по-башкирски «Разбор видеообращения Сагита Исмагилова» от 18 июня 2025 года. Но начинается она со слов «псевдообщественники во главе с Сагитом Исмагиловым. Лживой информации о памятнике и экспертным мнением». Но они раскладывают, как говорят, по полочкам и доказывают, что информация, то, что я говорю, личное мнение, мои суждения, лживой. Но сразу хочу обратить внимание, меня они называют псевдообщественником. Видимо, они несут настолько правду, что скрывают свои имена, фамилии и лица от общественности. Но борцы боятся, чтобы их не узнали в лицо. Сомнения относительно проседания грунта и наличия наклона. Оказывается, обследования и эксперты зафиксировали проседание и перекос ежегодный памятника на 7 сантиметров. Я в своем выступлении сказал, что не верю этому цифру, но там разные цифры были, и 12, и 5, но тут указали они 7 сантиметров. Памятник стоит 58 лет. За это время он должен был наклониться как минимум на 4 метра, что можно было бы увидеть визуально любым человеком, но я не вижу этого. И поэтому то, что ежегодно происходит перекос памятника на 7 сантиметров и проседание, не верю. И потом второй пункт. Никто не занимался памятником и не понес ответственности за ненадлежащий уход за ним. Да, я сказал, в 2018 году были выявлены нарушения. И вот прошло 7 с лишним лет, пошел уже 8-й год. Никаких мер по ликвидации коррозии, следов коррозии мы не видим. Она должна была в 2018 году еще ликвидирована. Но оштрафовали, оказывается, в 2020 году на 200 тысяч рублей. Это с одного кармана бюджета города в другой карман положили бюджета. Но ничего же не было сделано по очистке от ржавчины, от краски ненадлежащей. То, что лицензию можно купить, и ООшка, скорее всего, я предположил, купил за 150 тысяч рублей в то время, они опровергать уже не стали. Потому что я привел пример ООО «Салаватская», которая имеет лицензию на разведку и разработку с одним человеком. И поэтому дала эта питерская ООшка заключение. Ну, дала. Но там, в этом заключении экспертном, не проведены расчеты, как того требует федеральный закон. Необходимо было провести расчеты с конкретным указанием, сколько получилось предел прочности и долговечности. Никаких расчетов не произведено. Одно ля-ля. Я также выразил сомнение в достаточной квалификации ТСНРУ. Единственный монумент, где они занимались, это Родина-Мать, где они обдували памятник от пыли и грязи. И вот тут они приводят пример. Вот Азимскую мечеть они восстановили, Алафузовский театр в Казани.
Мемориальный центр Ульяновска, Дербентская крепость. Но эти же ничего похожего с конной статуей нету. Это объекты недвижимости, здания. Да, они действительно реставрировали эти здания. Но памятник Салавату не здание, имеет свои особенности, а опыта работы с такими памятниками у Казанского ТСНРУ нет, не было и не будет. Я считаю, демонтаж – это уничтожение. Почему? Потому что пока памятник, по моему мнению, стоит железно, намертво закреплена на скальном грунте, а вот когда начнут демонтаж памятника, стального каркаса, постамента, вот это все будет разрушено. И потребуется уже не реставрация основания, а реконструкция. Вот я этого и боюсь, потому что пишут реставрация памятника и реконструкция постамента. А слово реконструкция означает это изменение параметров. Что будет там вместе теперешнего вида, я не знаю. Я сомневаюсь, что в таком же виде памятник, если даже установят, будет восстановлен в том же виде. И приводят пример памятника Жукова, который был снят для реставрации. Но прекратите врать-то. Памятник Жукова был отлит с короткими ногами у маршала, ноги оказались короткие, и обе руки спущены вниз. То есть она, вот эта отливка, вот это исполнение статуи не понравилось никому. И поэтому он был по новой отлит. И для этого он был снят. Прекратите врать, причину замены памятника маршала Жукова напишите и все, она же в открытых источниках есть. В экспертной оценке отсутствует комплексный анализ памятника, нет данных о повреждениях, прочности конструкции и конкретных ремонтных работах. Выводы сделаны общие, без расчетов и документации. Да, совершенно верно. Федеральный закон требует, я указал в своих выступлениях ранее, номер федерального закона, по каким формулам она должна считаться, согласно федеральному закону. Ничего этого не произведено. И то, что я предполагаю, что памятник может не вернуться, да, я так считаю. Я так думаю. Можно сказать, даже я уверен, что в таком же виде памятник не вернется. Если будет произведен демонтаж не только самого памятника, а основания, в таком виде мы памятник больше уже не увидим. Я так думаю. Или я не имею права так думать. Так называемые независимые, натуральные общественники, которые показывать свое лицо боятся. И потом, кто займется реставрацией памятника? В свое время глава республики сказал, что мы на открытом конкурсе выберем реставратора. Но я не вижу открытого конкурса. То, что приехали из Академии художеств, лучшие специалисты, которые встретились с Радием Хабировым, которые обсудили с ним ход предстоящей реставрации памятника и которые пообещали, что реставрационные работы выполнят высококвалифицированные специалисты под контролем экспертного надзора, который осуществит Академия. Но это слова. Где конкурс, на котором выбран исполнитель? Как его название? ООО, ЗАО, ГУП, физические лица.
Я ничего не знаю. А хочу знать. И где именно будет производиться, хочу знать. Все это тайна Мадридского дворца, как говорится. Ничего не известно, но честные общественники, которые прячут свои фамилии, имена и лица, очередной раз опровергают лживую информацию о памятнике от меня. Опровергайте, продолжайте. Я свое мнение высказал и твердо уверен в нем. Всего хорошего, друзья.